Всем привет! Такая ночная покатушка у меня. Надо как-то пройти вот здесь, этот участок. Едем на первую избу с Туланом. С Туланом вдвоем едем, как всегда. Так, если это проскочим, то будет хорошо. Течет вода. Ладно, попробуем, что получится. Проскочили. Конечно, сейчас уже как бы морозы. Вот все такие лужи, не очень приятно. Все замерзает ходовая. Но другого варианта у меня пути нету. Только так. Летом тут я сидел, осенью-то есть. 2 часа сидел в яме. Доехали до моста. Если мост проскочим, дальше уже как дома. Хорошее дерево. Сейчас надо срубить, потому что я тент порву. У меня машина высокая, а вон сучья, смотрите, не смотрят такие. Сухое дерево свалилось. Вот Тулан догнал. Туламе, поздоровайся с подписчиками своими. А? Не хочешь? На. Испугался. Хорошо. Там еще лужа одна. Больше не должно быть.
Лед что-то там. Я думал, бампер сломал, здесь пластик стоит. Вроде все нормально. Ну что, возможно, ребят, я высушил тормозные накладки. На ходу я как сказать, нажимал тормоз педаль тормоза, и когда на ходу вот так нажимаешь на педаль тормоза, он нагревается, накладка, и он влага оттуда сгорает. Ну вот, наконец-то доехали. Все хорошо. Собака отстала или где он? Здесь Буран ездил. Сейчас расцветет, более подробно буду снимать. Да нет, следы его тут уже. Где-то он уже бродит. Чолом за ракерка. Вон он тулан. Сушина стоит, все на месте. Сушину никто не украл, ребят. Стоит пока. Чолом за ракерка. Вот она, первая изба, ребят. Хорошо. Пепельница, я не помню, здесь она была или нет. Везде вот нагадили мыши, как всегда. Ну, в принципе, все хорошо. На столе порядок. Все здорово. Так, сейчас я с первым делом растоплю печку, нагрею избу. Потом ждем рассвета и пойдем сразу ставить капканы. Сегодня я приехал, чтобы поставить капканы на куницу. Так, ладно, сейчас начнем делать таежные дела. Это растопка печи. Сходим за водой, смотрим речку. В общем, все как обычно. Здесь чай, сыр. Помните, я сюда заходил на охоте и пил чай с сыром. Был усталый, уже 25 километров почти я тогда прошел. Тяжелый поход тоже был. Вот. Ну, ждем рассвета. Тут пока темно. Да, река открыта еще. Вот ладно. Надо добыть воду. А? Бездельник. Tulemme. Конne. Кон. Tullaan. Пошли. И газку упадешь, ну. В воду упадет, блин. Лах, тула. Разгон взял.
Короче, ребят, прорубил первую лунку. Тут столько мути. Вы даже не представляете, это ил или что там. И снизу я вижу там какая-то, как будто второй слой льда. А дальше идти уже опасно. Там уже остается буквально 2 метра и открытая вода. Если упадешь туда, никто тебя не спасет. Не знаю, где вот. Сейчас еще в другом месте попробую. Там более течение, наверное, лучше идет. Здесь, в принципе, тоже течение. Почему так, пока непонятно. Сейчас вообще вторую лунку прорублю здесь. Вообще везде одинаково. Придется сюда набирать. Я не знаю, почему так. Ну, в ведре, может, осядет все это. Вот смотри, на краю стоит. Локтатче, тулан. Эннонтатче. Так, для новичков объясняю, ребят. Сейчас разницу опасности. Кто еще, может, и не знает. Вот граница. Имейте в виду на будущее. Для новых охотников, рыбаков. Вот разница опасности и неопасности. От берега идет лед. Чем толще лед, он светлее, белый лед, он безопасный. Там дальше уже, вот здесь есть, я тут рубить буду. 4, 5, 6, 7. Белый лед. Рубим. 1. Черный лед. Имейте в виду, это для новых подписчиков. Вот смотри, на краю стоит. Лок цетыш. Тулан, упадешь. И уплывешь, хрен пойми куда. Оттуда ты не вылезешь. Тулан. Жопу приключений ищешь тоже. В общем, остерегайтесь черного льда. Темный лед — это опасный лед. Что весной, что осенью. Имейте в виду. Я воду добыл. Добытчик. Что-то вот сейчас, ну-ка. Ну да, там, короче, знаете, шуга. Полностью шуга там. Поэтому и какой-то ил интересный там. А туда нет, там опасность. Там. Локсетыш. Непонятливый. Тулан. Никого там нету. На этом берегу не меньше, что там, что здесь. Везде одинаково. Лок. Каям. Чай поставим, чай скипятим. Ну, уже расцветает, это хорошо. На первой избе мне все устраивает. В принципе, все устраивает. Кроме этого берега. Очень крутой. Не знаю, сколько метров по высоте, но пока с реки поднимаешься, блин, тяжело. Дым с трубы шпарит. Дни короткие. С утра приехал, чтобы с рассветом уже выйти в тайгу. Надо успеть, очень много дел. Так что чайник поставим, не знаю, буду ждать или нет там, когда он закипит. Воду добыли. Топор занес зачем-то. Обратно вынести. Обледенело все. Потом таять будет. Везде от этого сырость. Ну, тазик поставим. Так вот сейчас. Нет, там ил на дно пойдет. Сейчас подожду и поставлю чайник. Избушка уже кайфово, тепло. Быстро нагревается с буржуйкой изба.
налил себе чай, сейчас буду пить. Здесь у меня гречневая каша с тушенкой. Дома приготовил, чтобы здесь быстро-быстро съесть и все. Ну и хлеб. Больше я ничего не привез. Разовый чай, сахар, каша и хлеб. Сейчас Тулану кусок хлеба дам. Потому что ждал его, не дождался. Наконец-то вернулся. Где он бродил, не знаю. Сейчас. Пока я его ждал, ребят, сейчас покажу. Посмотрите, как уже рассвело. Надо идти. Столько набрал прутьев для веника. Ну, для метлы-то есть. Ну, примерно раз, два, три. 3 штуки здесь будет. Придем и перед отъездом еще, наверное, буду собирать. Подсада много, вот далеко не надо уходить. Вот он подсад. Только ломай, не ленись. Чуть позже придем с охоты, я ему с тушенкой, из тушенки сделаю нормальную еду. С хлебом, супчик такой сделаю из тушенки, целую банку, большую банку привез для него. Печка топится, между прочим, лес гудит. О, наконец-то рассвело. Сейчас уже надо выходить в тайгу. Да, Толом? Тут тоже, ну, снега мало, но будем утеплять. Вот эти щели все надо закрыть. Ну, примерно так. Хорошо. Такой небольшой снежок. Все надо. Я уже оружие приготовил, топор, приладу, все уже приготовил, гвозди, еще патрон, ружье взять и все. Надо идти. Быстро. Где он? Куда-то опять ушел, что ли? Неугомонный. Нет, не пощада. Ждать его ни в коем случае не стану. Догонит. Прибежит. Если нет, так нет. Постоянно куда-то уходит. Вот следы на снегоходе, но это на буране вот. Каждый ус заезжает там. Но охотник косачей смотрят. Так, ладно. Сходим. Где Тулан? Не знаю, ребят. На другом берегу у меня тоже капканы, но туда я перейти не могу. Рисковать жизнью я не стану. Здесь поставлю. Одна тропа тут. Круг такой. А, вон идет. Бездельник. Он уже на охоте. А, Тулан. Это на вождь ты. Ну, вперед. Все, сейчас уже он понял, что мы идем. И будем идти вместе. Ему хочется сегодня кого-то облаять, как всегда. Белку-то найдет, это 100%. Вот. Ружье взял. В надежде, может, где-то куницу увидим. Нет, так нет, но пускай будет на плече. Лишнее, конечно, вот когда ты настораживаешь капканы, вот это ружье. Ружье оно мешает. Так что взял ружье, посмотрим. Если облает куницу, хорошо. Нет, так нет. На это капканы будут стоять у меня. Интересно, старицы замерзли или нет? О, все открыто, ё-моё. Все открыто. Хотел там напрямик идти. Не получается. Или здесь перейти. Потом
Все равно с этой стороны у меня капкан там стоит, только вот на повороте. А здесь вы смотрите как. Да, но она как-то перейти надо. О, бля. Туда. Может вдоль берега только так. Еще полностью не остыло. А нет, нормально так, ребят. Не, железобетонно все замерзло. Вообще отлично. Это след тулана. Да, нормально. Повезло. Надеюсь. Да, замерзло все. Хорошие морозы уже были. Ух. Это сейчас хорошо идти. Сейчас навалит как снега. Тут на лыжах. Раньше там ходили. Вон там. Следы горностая. Горностай пробежал вот тут. Тоже бывает, залетает капкан. Бесполезно. Зверек, короче. Тоже как и куница, как и лиса. Дербанит там. Все живое. Так. Где-то надо выйти на берег. Где-то капкан должен быть у меня. О! Вот и куничка, ребят. Здесь куница. И капкан у меня здесь. Вон там уже затес, я вижу свой. Вообще здорово. Постоянно здесь куница пробегает. Интересно, почему вот так? Что им тут нравится, не понимаю. Такое место. Да, зачес я вижу. Вон он. Капкан, где у меня стоит. Этот капкан несколько штук мне уже куниц давала. Да, сейчас здесь, наверное, выйду туда. После берега постоянно все открыто. Так. Тут прям вчера еще ходила. Или ночью, может, немножко припорошила так снегом. Туда и сюда. Не крупный зверь. Не крупный. Вон здесь бурелом такой. Минесене? Тебе хорошо, не проваливаешься. Везде все открыто. Стараюсь вот так через валежник пройти. Там вот все. Не глубоко, но все равно как-то. Вон там очередной капкан у меня. Ну, третья часть дороги, пути осталась. Там уже и будет. В сторону уже дороги иду. До этого нажива еле-еле хватит, наверное. Еле-еле хватит. Что-то несерьезно подготовился. Так. Потихоньку. И перешли. Хорошо, что валежник был. Тут еще старый след был у куницы. Старый след.
И 2 следа у белки видел. Ну, в общем, не густо, но и не пусто. А птиц нету. Один след еще рябчика видел. Старый тоже. Припорошило уже снегом купили. Тулан молчит. Вообще никого не облаял сегодня. Тишина. Тишина, не лает никого. Зайчишка там, слышишь, чувствуешь? Угу. Ну иди, вперед. Вон. Очень, вперед. Вот, ребят, очередной след. Я уже почти у дороги. Обнадеживает, когда вот так ставишь капканы и видишь следы, какой-то есть шанс кого-то добыть. Тут тулан прошел. Давно уже я его не вижу. Оставил меня. Так, ну вот. Дорога. На буране кто-то поднимался сейчас. Ну да, свежие следы, вот они. На снегоходе. Сейчас уже легче идти. Ничего не мешает, не задерживает. Топор закинул в рюкзак. Ну и под ногами такой вот бураница хорошая. Там колея на машинах ездят, а здесь уже бураница. И пришло время снегохода. Сейчас уже, если резко выпадет снег, на машине уже кататься не сможешь. Да и лужа там одна, напрягает, конечно, лед там. Смотрю, где тулан. Пока не догоняет. И следов в сторону избы его нету. Он еще на охоте где-то придет. Ест снег. Догнал тулан. Я думал, он на избу пошел, а он нет. Он сзади меня, оказывается, еще ходил. Ну все, хорошо. Идем дальше. Так, ребят, ну здесь, в принципе, последний поворот остался до избы. Посмотрим. Вот местами открыто, вот здесь. Но я бы не решился еще перейти здесь. Вот тут черная полоса я вижу. Через несколько дней на лыжах только. Подранков не вижу. Вот так. Короче, на поворотах начинает все закрываться полностью уже.